Сыктывкарец Владимир Ракин своего железного коня чистит тщательней обычного. Выезжать со двора сегодня не торопится, чтобы не мешать спецтехнике, которая уже начала работу. Еще немного и по этой территории можно будет передвигаться без проблем. Прежде здесь целую неделю была непролазная каша. Вчера было объявление, и вот эту площадку всю убрали. Здесь просто стояли, а вот сегодня все убрали здесь. На этот раз снег не только чистится, но и вывозится. Говорят, складывать уже некуда, и так тесно. Впрочем, жители признаются, так бывает не всегда. ТСЖ у нас у одного дома одно, у другого другое. Хотелось бы, чтобы это проходило желательно в один день. Это получается, что гору снега от одного ТСЖ передвигают на другой. Иногда это не очень удобно, особенно если с санками или с коляской пройти через двор иногда проблематично. А здесь работают сразу два трактора. Водители приступили рано утром, и впереди еще около 10 точек. Работать предстоит допоздна. И если к качеству снова придерутся, спрашивать следует уже с нерадивых хозяев здешних авто. Проблема, куда снег толкать. Все, уберут, мы нашли, допустим, одно место, куда толкать. Все, мы радостные, мы уже все счастливы. А если некуда, едем, просто туннели делаем и все. Этот двор чистили не так давно. После уборки снег еще не выпадал, однако внушительная колея видна невооруженным глазом. Попробуем проехать на свой страх и риск. Проехать сразу не удается, машина буксует. И такую картину еще вчера горожане наблюдали во всем городе. Хотя буквально 2 недели назад на прошлой планерке коммунальщики отчитались о готовности. Прошел первый серьезный снегопад, за ним оттепель, но для управляющих компаний это опять как снег на голову. Вы обязаны проводить ежедневную уборку снега из-за неисполнения установленных правил. У нас с вами административная ответственность, предусмотрена 22 статьей 6 закона Республики Коми. У нас, к сожалению, сейчас административные комиссии не муниципальные, процесс затягивается. Но с Нового года, если Государственный совет нам передаст полномочия, нам и УКТЕ по работе административных комиссий, поверьте, мы еще более активно будем использовать данный механизм. Представители управляющих компаний в один голос заявляют, уборка снега идет ежедневно, в том числе и в выходные. Тем не менее, факты налицо. В субботу и в воскресенье в орбите тоже техника работает. Сегодня... Где она работала? Вы посмотрите, все фотографии, там самый большой пакет ваш. Значит, давайте эти все адреса берите на контроль, Сергей Алексеевич, и тоже ежедневно все фотографии, основные, это ваши, посмотрите. По недоработкам управляющих компаний уже составили свыше 20 административных актов. До конца года материалы будут направлены на рассмотрение в мировой суд. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических от 100 до 200 тысяч. Можно сказать, что все управляющие компании в той или иной мере не справились с очисткой дворовых территорий, потому что, да, мы отмечаем те дворы, где техника работала действительно, видно, что производилась очистка, но в то же время большое количество дворовых территорий, в которых на сегодняшний момент невозможно передвигаться без проблем. Поэтому сказать конкретно, что это какие-то там аутсайдеры, какие-то лидеры, здесь невозможно этого определить, потому что это касается всех управляющих компаний. А вот дорожное хозяйство с обязанностями справляется. С начала декабря с дорог вывезено около 20 кубов снега. Жалобы касаются лишь тротуаров, особенно на периферии. Сейчас как раз пока снегопад закончился, основной, вывозка, и будем работать на тротуарах, где есть возможность заехать грейдерами, будет проводиться уборка. Подсыпка пока по тротуарам мы не будем подсыпать, пока не срежем до основания. Валерий Козлов поручил дорожникам привлекать сторонних водителей, чтобы обеспечить постоянную уборку снега. А техники должно хватить. Тем более в этом году город приобретает еще 3 единицы для очистки улиц, 2 самосвала и 1 снегоуборщик. Таисия Жакова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.